Гумилев и животные. Однажды Гумилев сказал Людмиле Стеклянниковой: «У вас сынок, а у меня доченька, моя пассионарная теория». Других детей не завел. И, как многие бездетные люди, Гумилев со временем завел домашних животных. Тема «Гумилев и животные» не получила в литературе хоть какого-то освещения. Биографам и мемуаристам она не казалась интересной или серьезной. Между тем, отношение Гумилева к братьям Меньшим было частью его мировоззрения. Природа — прекрасное творение Бога, если не само его воплощение. К тому же Лев Николаевич любил животных всегда. Вспомним, как в далеком 1932 году в Гисарской долине он пожалел жабу, спас ее от ножа естествоиспытателя, не побоявшись гнева начальства. В последние годы жизни Гумилев, с подозрением относившийся ко всякого рода международным организациям, тем не менее сочувствовал Гринпису. Правда, не одобрял вегетарианство, а борьбу Брижит Бардо против одежды из натурального меха будто бы приписывал идейному наследию альбегойства. Но вегетарианство и в самом деле противоестественно, а вот охрана природы необходима, и Гумилев по мере сил ее охранял. Когда неподалеку от Новгорода Великого решили построить очередной химкомбинат, Гумилев вместе с Балашовым, Яниным, Залыгиным, Романовым подписал письмо с требованием отказаться от опасного и вредного предприятия. Письмо удалось передать генеральному секретарю ЦК КПСС Горбачеву. Комбинат строить не стали. То ли повлияло мнение общественности, то ли просто денег не хватило. О начале своей общественной деятельности, довольно скромной, но зато, несомненно, зеленой, Гумилев рассказывал так. «Я, грешный человек, первый выступил как зеленый и чуть-чуть не лишился работы. Меня спасла опала Хрущева. Я сказал, что поворот рек в Казахстан — губительная вещь. Авторам проекта я говорил, если вы пустите воду быстро, она пропилит каньон, там же мягкие почвы, и воды не достать, а если пустить медленно, канал заилится. Как же тогда на меня напустились?» Найти в независимых источниках более точные сведения об этом эпизоде из жизни Гумилева не удалось. Подробности про снятие Хрущева и угрозу лишиться работы вызывают сомнения. Но для нас важнее другое. Гумилев сам себя назвал зеленым. Разумеется, Лев Николаевич не мог не любить и домашних животных. Прежде всего надо отметить его наследственное от Ахматовой котолюбие. Еще в конце 40-х Пунин поручил Гумилеву ухаживать за больной кошкой Андромедой. Правда, Андромеду спасти не удалось. В одном из первых своих писем в лагерь Наталья Варбанец сообщила Гумилеву о кончине кошки Руськи и появлении новой кошки, на что Гумилев немедленно откликнулся: «Очень мне жалко стало Руську. Такая нахальная, но как она была мила. Новую кошку я не знаю. Она мне чужая». Сравнительно благополучные летние месяцы 1955 года у Гумилева были связаны в том числе и с кошками. О котах и кошках он писал и Эмме Герштейн, и Наталье Варбанец. Из письма Натальи Варбанец 27 июля 1955 года. «У нас очень много цветов, просто гулистан, по вечерам они сильно благоухают. Я люблю сидеть в беседке и читать введение в индийскую философию, а кругом среди цветов носятся кошки». Кошка — извечный символ тепла, уюта, тихого счастья, появляется в октябрьском письме к Наталье Варбанец. «Кругом меня звездная ночь, топится печка, на коленях сидит ласковая кошка, на столе чай, халва и книги. Я один на ночном дежурстве». В послелагерные годы условия жизни в коммунальной квартире не способствовали появлению домашних любимцев. Тем не менее, в 1972 году, то есть еще на Московском проспекте, Лев Николаевич спас и принес домой котика Васю. О дальнейшей жизни Васи
равно как о появлении, исчезновении новых котов и кошек, не хватает сведений. Но я помню, как на рубеже 80-х и 90-х, когда Гумилев начал превращаться во всесоюзную знаменитость, камера телевизионщиков поймала в объектив кошку, что сидела на рабочем столе Льва Николаевича, а хозяин нещадно обкуривал ее своим беломором. На фотографии 1989 года Гумилев держит на руках небольшую черно-белую кошку. Но подробных и достоверных сведений о котах и кошках Гумилева не сообщают даже его ученики и друзья. Несколько больше мы знаем о собаке. Гумилев не вписывается в построенные Ахматовой ряды соответствий: чай, собака, Пастернак, кофе, кошка, Мандельштам. Самым известным домашним животным Гумилева стал не кот, а именно пес по кличке Алтын. Фотографиями Гумилева и Алтына украсили свои книги Лавров, Ахметшин и Чистобаев, причем у Чистобаева фотография подписана следующим образом: Л.Н. Гумилев с другом Алтыном. Нам известны даже годы жизни Алтына, по крайней мере с момента его появления в квартире Гумилева. Лев Николаевич взял его в 1974-м, а скончался Алтын 26 мая 1984-го. Это был маленький светло-рыжий песик, очевидно, не крупная дворняга. Он спокойно сидел на коленях у Льва Николаевича или на руках у Натальи Викторовны. Из воспоминаний Дмитрия Балашова. Гумилев уже трудно ходил и, нуждаясь в прогулках, завел собаку золотистой масти, Алтына. Алтын по-татарски «золотой», который очень любил и очень долго и упрямо спасал от естественной собачьей старости, пока пес сам не стал уже проситься умереть. Привязанность Гумилева к собакам была известна и раньше. Еще летом 1931 года на Хамар-Дабане к молодому Гумилеву прибился пес Яшка, и Гумилев, по словам Анны Дашковой, ходил по таежным маршрутам, обычно сопровождаемый верным Яшкой. И как не упомянуть лошадей? В научных экспедициях, начиная с Хамар-Дабана и заканчивая поисками хазарских городов, они были незаменимы. Судя по одной из фотографий, сделанной где-то в 60-е, Гумилев-младший не был таким лихим кавалеристом, как его отец, но достаточно крепко сидел в седле. Наконец, в таджикской экспедиции были еще верблюды. Документальных подтверждений не сохранилось, но мы с вами не сомневаемся, верблюды были. Последние дни. Еще с осени 1991-го Гумилева мучили боли в печени. Болезнь продолжалась несколько месяцев. Гумилев по своему обыкновению избегал госпитализации. В начале апреля Людмила Стеклянникова пришла к нему по журналистским делам. Гумилев положил ее руку себе на живот и, очевидно, превозмогая невыносимую боль, начал отвечать на вопросы. Та прервала интервью, надеясь встретиться с Гумилевым уже на Пасху, которая приходилась на 26 апреля, но встреча не состоялась. 7 апреля Гумилева с печеночной коликой увезли в больницу Академии наук. Диагноз – желчекаменная болезнь и хронический холецистит. Болезнь тяжелая, однако лечению поддается, но Гумилев знал, что доживает последние недели. Дмитрий Балашов, с грустью наблюдавший, как стареет и теряет силы его учитель, стал замечать в глазах Гумилева тот же обреченно умученный и покорный взгляд, что у его верного Алтына накануне смерти. За 1,5 года до смерти Гумилев начал прощаться со старыми знакомыми, о которых прежде мог не вспоминать годами. 2 февраля 1991 года он подарил Эмме Герштейн экземпляр этногенеза и биосферы с дарственной надписью. В начале мая 1992 Очерын Намсрайжав, возвращаясь из Лондона в Улан-Батор, позвонила Гумилеву и услышала его слова: «Дни мои сочтены. Я послал вам последнее письмо».
Вернувшись в Улан-Батор, она прочитала: «Я очень искренне вас любил. Знаете это, ибо я вижу конец. Ваш верный Арслан». Попрощаться с Натальей Варбанец Гумилев не мог. Птицы уже несколько лет как не было среди живых. В начале мая Гумилева выписали из больницы, но в доме на Коломенской улице он пробыл только неделю. В хронике Ольги Новиковой выписка из больницы обозначена 18 мая, а повторная госпитализация — 19 мая. Но это, видимо, ошибка. По воспоминаниям Натальи Викторовны, Гумилев пробыл дома целую неделю, значит, его выписали не 18-го, а несколько раньше. На время этой последней домашней недели приходится, очевидно, звонок на Мсражав. Дома у Гумилева поднялась температура, усилились боли, и ему вновь пришлось лечь в стационар. Ученики посменно дежурили у его постели. Гелиан Прохоров, много лет не общавшийся с учителем, приехал, как только узнал о болезни Гумилева. Днем с Гумилевым обычно сидели женщины — Елена Маслова, Инна Прохорова, Ольга Новикова и другие. Мужчины сидели по вечерам и ночью, читали ему книги. Последние недели Гумилева произвели такое впечатление на Инну Прохорову, что она записала в своих воспоминаниях: «Жизнь его кончилась, вернувшись к житию». Но Лев Николаевич не был святым львом, и в страданиях он оставался прежним человеком. Константин Иванов читал ему четь Еменеи, и когда он уходил, Гумилев просил Ольгу Новикову: «Оля, я же все это давно знаю наизусть. Давайте почитаем фантастику». Гелиан Прохоров беседовал с ним об истории, как в старые добрые времена на Московском проспекте или еще раньше, в купе кисловодского поезда, где они впервые повстречались. 23 мая Гумилеву сделали операцию, удалили желчный пузырь. Родные и друзья Гумилева, от Натальи Викторовны до Елены Масловой и Дмитрия Балашова, считали эту роковую для Гумилева операцию ненужной и вредной. Его нельзя было класть на операцию. Они ему удалили весь желчный пузырь, а этого нельзя было делать, ткани были очень тонкие. Лопнула его чуть зарубцевавшаяся язва, и образовались новые язвы, началось сильное кровотечение. Но операция всегда большой риск. Врачи хорошо знали состояние Гумилева, если они решились оперировать, значит, не было другого выхода. Когда у Гумилева открылось сильное кровотечение, потребовалось переливание крови. Кто-то из учеников сообщил об этом Александру Невзорову, и тот объявил городу и миру, что требуется кровь для Льва Гумилева. Как свидетельствует Наталья Викторовна, Невзорова, кажется, недолюбливавшая, доноров пришло много. Слава Гумилева достигла своего пика в мае-июне 1992-го, когда он, бледный, опухший, опутанный проводами, лежал в отдельной реанимационной палате. Ленинградские газеты печатали сообщения о здоровье Гумилева. Сергей Лавров удивлялся, когда еще пресса, пусть местная, давала такие сводки, разве что в 53-м. А по ленинградскому радио как раз читали Древнюю Русь и Великую Степь. 1992, первый год постсоветской России, вообще был временем странным, тревожным, скорее мрачным. Зарплаты не хватало на самые необходимые продукты. Коммунисты начали выводить на митинги толпы людей и устраивали грандиозные демонстрации. Демонстранты били ложками о пустые кастрюли и требовали возвращения советской власти, благо система советов еще существовала. Люди жили в предчувствии гражданской войны. Но тогда, весной 1992-го, борьба за выживание еще не вытеснила привычку читать книги и с уважением относиться к их автору. Судьбой ученого еще интересовались больше, чем новым платьем поп-звезды. Донорская кровь Гумилева уже спасти не могла, ведь нельзя спасти человека,
который прошел свой жизненный путь до конца. «Я написал все, что хотел. Теперь я могу умирать», — сказал он Геляну Прохорову. Наталья Викторовна пишет, что успела его навестить вскоре после неудачной операции. Принесла ему кашу. Гумилев не ел больничной пищи. Простилась. Напоследок он немного поругал жену. Она не положила в кашу чернослива. Что было дальше, не совсем ясно. Последние 2 недели жизни Гумилев провел в коме. Константин Иванов, вернув себе положение первого ученика и продолжателя дела, в начале июля 1992-го сказал Стеклянниковой: «Знаешь, ведь Лев Николаевич умер 28 мая. До 15 июня его держали на аппаратуре, он был без сознания. 15-го отключили аппарат и объявили о смерти. Это было около 23 часов». Сам Гумилев встретил смерть спокойно. Свой автонекролог, напечатанный Знаменем, он написал в 1986 году. Возможно, это было после предсказания шамана. В автонекрологе были и такие слова: «Подлинное научное открытие, доведенное до людей, ради которых ученые живут и трудятся, это способ самопогашения души и сердца. И хорошо, если первооткрыватель после свершения покинет мир. Он останется в памяти близких, в истории науки». Хоронили Гумилева 20 июня 1992-го. В географическом обществе была гражданская панихида. Отпевали в недавно открытом храме Воскресения Христова на обводном канале. Этот храм только-только вернули церкви, там даже стены не были еще оштукатурены, о росписях и говорить не приходилось. Но храм Воскресения Христова помогал восстанавливать Константин Иванов, взявший на себя роль главного распорядителя. Наталья Викторовна и друзья Гумилева решили похоронить ученого в Александро-Невской лавре, но разрешение начальства получили не сразу. Мэр города Анатолий Собчак неосторожно предложил похороны на литераторских мостках Волкова кладбища, чем едва не спровоцировал огромный скандал. В обществе, крайне политизированном, похороны могли превратиться в политическую манифестацию. В патриотической прессе уже писали о посмертной опале, которую власти демократической России будто бы наложили на великого ученого. У Смольного появился пикет неизвестных гумилевцев с плакатом «Позор мэру». В это время Александр Невзоров как раз развернул войну с Анатолием Собчаком, а мэр, возразив против похорон в лавре, становился удобной мишенью. Но Собчак мудро уступил, хоронить разрешили на Никольском кладбище Александро-Невской лавры. Тысячи людей различных национальностей пришли в церковь, где шло отпевание, заполнили Никольское кладбище, вспоминал Сергей Лавров. Народу было много, может быть, очень, писал Михаил Элизон. Как жаль, что этим, несомненно, очень умным и порядочным людям не хватало темперамента, эмоций и просто дара слова, чтобы описать этот печальный, но величественный день. Между тем, похороны Льва Николаевича в самом деле были грандиозными. Из интервью Александра Невзорова Дмитрию Гордону 8 июля 2011 года. «Я пришел в Александро-Невскую лавру и увидел 10 000 человек. Вот тут до меня чего-то стало доходить. А когда меня еще и протолкнули в первые ряды, и я встал рядом с еще не закопанной могилой и увидел почетные караулы, увидел министров, увидел весь цвет тогдашней России, вот тогда до меня потихонечку дошло, с кем я так непринужденно хихикал, курил беломор и говорил о Тамерлане и Таците». Порядок на похоронах поддерживали казаки в своей старинно красивой форме и крепкие молодые ребята с красными повязками на руках. Некоторые приняли их за членов общества «Память», но, по словам Лаврова, это были невзоровские «наши». Примечание. Эльзон называет их штурмовиками Невзорова. Последнее не совсем точно.
Народно-освободительное движение «Наше» появилось в ноябре 1991-го. В него вступали и коммунисты, и антикоммунисты, военные в отставке и бывшие члены общества «Память». Конец примечания. По словам Лаврова, «Наши» позвонили ему перед гражданской панихидой и предложили свою помощь. Помощь приняли, и порядок был обеспечен, похороны не превратились в ходынку. История часто смеется над людьми. Вот и в печальный день 20 июня 1992 года в Александро-Невской лавре я вижу ее горькую усмешку. 13 лет Гумилев провел в лагерях, выдержал 3 следствия, где его били, пытали, где лишили здоровья. И вот теперь рядом с гробом старого зэка стояли внук генерала МГБ Александр Невзоров и сын чекиста Константин Иванов. По другим данным, сын прокурора. Не могу утверждать точно. Мир этот до сих пор закрыт. Один провожал друга, или, по крайней мере, хорошего знакомого, другой — своего учителя. Часть 22. Без наследников. Наследники, конечно, у Гумилева были. Все имущество и, конечно же, авторские права на сочинение Льва Гумилева и Анны Ахматовой достались Наталье Викторовне. Она пережила Льва Николаевича на 12 лет. С 2004 года наследство перешло к ее племяннице. Но речь о совсем другом наследстве. Гумилев не создал своей научной школы, да к этому он и не стремился. А как же ученики? Первым и самым замечательным учеником Гумилева был Гелиан Прохоров. Сейчас он доктор филологических наук, главный научный сотрудник Пушкинского дома, автор нескольких солидных монографий. Даже Наталья Викторовна, которая вообще-то Прохорова недолюбливала, назвала именно его, а не Иванова или Ермолаева, главным учеником Гумилева. Прохоров считал Гумилева главным человеком в своей жизни, но в исследованиях теорию Гумилева никогда не применял. «Костя будет заниматься наукой, а Слава издавать книги», говорил Лев Николаевич своим молодым ученикам Константину Иванову и Вячеславу Ермолаеву. Пожелание Гумилева исполнялось лишь несколько месяцев. В июле 1992 появился фонд Льва Гумилева. Президентом избрали академика Панченко, вице-президентом профессора Лаврова. Эти немолодые и очень занятые люди должны были подкрепить фонд своим авторитетом. Повседневная работа оставалась Вячеславу Ермолаеву, председателю правления фонда. В феврале 1993-го место Ермолаева занял психолог Михаил Коваленко, который в конце 90-х отошел от дел. Сейчас этот фонд не существует даже на бумаге. В начале 1990-х Ермолаев вместе с Владимиром Мичуриным подготовили к изданию несколько книг Гумилева. Это были сборники статей «Этносфера», «Ритмы Евразии» и «Черная легенда». Их еще называют «серой серией» по цвету обложки. Они выходили в московском издательстве «Экопроз». По сравнению с пиратскими изданиями старых книг Гумилева, серая серия и в самом деле очень хороша. Но ни Ермолаеву, ни Мичурину не хватало издательского опыта. Они не были и профессиональными редакторами, что отразилось на качестве самих изданий. Так, в состав «Черной легенды» они включили беседы Гумилева с журналистом Альянсом Сабировым. «Я, русский человек, всю жизнь защищаю татар от клеветы». Хотя эти беседы напоминают довольно грубую компиляцию из двух старых 1988 и 1989 годов интервью, которые Гумилев давал тому же Сабирову, и фрагментов книг и статей Гумилева вплоть до этногенеза и биосферы Земли. Даже в «Этносфере», лучшем сборнике серой серии, есть издательские ошибки. В 1994-м
Наталья Викторовна передала права на издание оборотистому Айдеру Куркчи, который затеял издание 15-томного собрания сочинений Льва Николаевича и даже создал для него специальный фонд «Мир Л.Н. Гумилева». Только в нулевые издание книг вернулось к ученикам Льва Николаевича, а в 1998-м появился просветительский интернет-портал Гумилевика. Он остается самым интересным и самым информативным сайтом, посвященным Льву Гумилеву. Летом 1992 года Константин Иванов вернул себе место главного ученика и преемника. Именно он взял на себя заботы о похоронах учителя. Но с этими похоронами связана прямо-таки мистическая история, как будто предопределившая судьбу Константина Иванова. Известняковый четырехконечный крест установят на могиле Гумилева позднее, а тогда, в июне 1992-го, поставили временный, деревянный. Почему-то вместо одного креста привезли два. Лишним оказался крест, изготовленный по эскизу самого Константина Иванова. Через полгода именно этот крест поставят над его могилой. Смерть его была страшной. 19 декабря Иванова убили почти на пороге собственной квартиры. Он умер на руках жены и 5 детей. Град Петров уже стал бандитским Петербургом, и убийства не были редкостью. Как говорят, Иванов оказался на пути бандитов, которые устроили в церкви нелегальный склад и по ночам вывозили оттуда товары. Иванов установил за ними слежку и, возможно, собирался использовать против бандитов-бизнесменов свои семейные связи, однако его самого выследили и убили. Анатолий Чистобаев приводит и другую версию. В НИИ географии начались кражи, похищали компьютеры и прочую оргтехнику. Это сейчас компьютер или ксерокс кажется не бог весть какой ценностью, а в начале 90-х это был дефицитный и ценный товар, который можно было легко перепродать, заработав фантастические деньги. Писатель Леонид Бородин, получив итальянский компьютер Оливетти, его продал и на вырученные деньги учредил настоящую литературную премию. Так что кражи из НИИ географии были делом настолько серьезным, что Иванов привлек к делу Большой дом. Расследование пошло, и незадолго до смерти Иванов сказал: «Скоро я назову вора». Как бы там ни было, убийство не раскрыли. Гибель Константина Иванова оказалась потерей невосполнимой. Человек энергичный, несомненно пассионарный, Иванов планировал поставить развитие пассионарной теории этногенеза на новый уровень. Иванов умел и любил пробивать свои идеи и сам мог бы со временем сделать не только научную, но и административную карьеру. Он уже заведовал лабораторией этнической географии ЛГУ и фактически руководил этнографическими исследованиями на геофаке и в НИИ географии, писал докторскую диссертацию. Люди, даже не особенно близкие к Иванову, вспоминают его как человека редкого для наших дней. На рубеже 80-х и 90-х сам президент СССР Михаил Горбачев не стеснялся ездить по миру и собирать подачки, как милостыню. Дамы в норковых шубах и мужчины в хороших дубленках чуть не дрались из-за гуманитарной помощи, посылок с чечевицей и сухим молоком, которые отправляли голодающим русским, в кавычках, сбитые с толку европейские и американские обыватели. В ЛГУ тоже распределяли гуманитарную помощь, дефицитное мыло. Каждому сотруднику полагалось по 10 кусков. Многодетной семье Иванова мыло было не лишним, но взять подачку он отказался. Более того, убедил еще 20 человек отказаться от гуманитарной помощи. Отказники передали Иванову все мыло, а тот сложил все куски в мешок и пошел в главное здание университета. Со словами «Мы русские, в подачках не нуждаемся», Иванов бросил мешок с мылом на стол ректора. Смелость, гордость, деловые качества Иванова несомненны, но как насчет, собственно, науки? А где же наука?
Константин Иванов занимался этнической демографией, экономической и социальной географией, ездил в экспедиции на русский север, в Западную Сибирь, проводил исследования по хоздоговорам или, как бы мы сейчас сказали, по грантам. Из интервью Льва Гумилева газете «Советская культура». Константин Павлович Иванов, мой ученик, исследовал связь между миграциями людей и состоянием животноводства в Архангельской области. Цепочка, очень грубо, получилась такая. Русские как этнос связаны с пойменными ландшафтами. Сочной травой, которую они скашивают, кормят коров, а коров надо доить. Традиционно этим занимались женщины. Но женщины теперь все чаще уезжают в город учиться, заводят там семьи и не возвращаются. Вот так уменьшается и количество коров. Корреспондент. Где же теперь это исследование? Лев Гумилев. Было отдано Архангельскому облсполкому. Иванову даже дали премию. Диссертация Иванова «Эколого-географическое исследование сельскохозяйственного населения нечерноземной зоны РСФСР» была посвящена этой же проблеме, но он заметно расширил материал за счет еще нескольких областей в Великороссии, которую в СССР называли унизительно политкорректным словом «нечерноземье». Иванов доказывал совершенно гумилевскую мысль. Не только этническая, но и субэтническая принадлежность закладывается в детстве, когда человек учится необходимым жизненным навыкам, как заготавливать сено, доить корову, самому валять валенки. Взрослый горожанин просто физически не сможет освоить десятки, если не сотни необходимых в деревенской жизни навыков, поэтому миграция сельских жителей в города – процесс необратимый. Горожанину не вернуться в деревню, разве как дачникам. Хуже того, не только миграция в города, но и переселение жителей маленьких деревень в большие и благоустроенные поселки подтачивает сельское хозяйство. Крестьянин без приусадебного участка и подсобного хозяйства тоже обречен. Его дети уже не будут знать и половины всего, что необходимо сельскому жителю. Их путь в город и только в город. Так советская модернизация совершенно подорвала сельское хозяйство, просто некому стало работать на земле. Мысль не такая уж новая, но Иванов доказывал ее цифрами, фактами, статистическими выкладками. В 90-е годы исследование Иванова обретет новый практический смысл. В Россию приехали десятки тысяч беженцев из Казахстана, Средней Азии, с Кавказа, даже из Тувы. Спасали свою жизнь от братьев по евразийскому суперэтносу. Покидали жители и северные города, обедневшие и опустевшие в начале 90-х Норильск, Дудинку, Певек. Их охотно размещали на пустующих землях, в домах, оставленных прежними жителями. Места всем в России хватало. Ехали не бездельники, не алкоголики, нормальные работящие мужики и бабы. Собирались устроиться на новом месте и работать, строиться, богатеть. Но большинство уже через несколько лет или переселились в города, или спились, мало кто поднялся. По Иванову иначе и быть не могло. Сейчас, читая суховатую, в сравнении с сочинениями Гумилева, диссертацию Иванова, понимаешь, какого дельного человека потеряла наша страна. В последние годы жизни Иванов изучал северные народы – хантов, манси, селькупов, ненцев. Работал не как этнограф, для этого у Иванова не было квалификации, а как демограф. На жизнь этих народов Иванов смотрел сквозь очки гумилевской теории и вновь оказался прав. Малые народы Сибири не отсталые, а, напротив, слишком древние, не дети, а старички. И попытки советской власти способствовать их развитию привели или к ассимиляции русскими, или к вымиранию. Лесные охотничьи племена и северные кочевники отдавали детей в интернаты, где их учили совершенно ненужным в тайге и тундре вещам — алгебре, физике, русской литературе, но не учили, как построить чум или поймать острогой рыбу. Так появлялись люди, не адаптированные к природной среде и утратившие этническую традицию своего народа. Получали образование
но потом устраивались работать кладовщиками, истопниками, чернорабочими или вовсе не находили, потому что не искали себе работы, а пасти оленей или охотиться они уже не умели. Написал Иванов не так уж много, а из написанного далеко не все успел напечатать. В 1998 году друзья Иванова собрали его рукописи, включая и кандидатскую диссертацию, в отдельную книгу «Проблемы этнической географии». И все-таки я не думаю, что Константин Иванов смог бы двинуть вперед теорию Гумилева. Во-первых, Иванов не был историком, но ведь именно историческая наука дает самый ценный материал для теории Гумилева. Ее не могут заменить ни этнография, ни демография, ни социология. Во-вторых, Иванов был профессиональным химиком. Тем удивительнее, что он не нашел у Гумилева ни ошибок, ни натяжек, ни дилетантских упрощений, всего того, в чем обвиняют Льва Николаевича биологи и физики. Даже биохимическую энергию живого вещества Иванов принял. В-третьих, именно Иванову принадлежат первые попытки математизировать пассионарную теорию этногенеза. Даже у гуманитария они вызывают изумление и досаду. В 1989 году читатели этногенеза и биосферы с уважением рассматривали кривую этногенеза, составленную Гумилевым при помощи Константина Иванова. Кривая этногенеза, построенная в декартовой системе координат, походит на кривую костра, взрыва порохового склада и увядающего листа. Замечательно, но как же удалось измерить пассионарность? На индивидуальном уровне это пока невозможно, невозможно и на этническом. Еще никому не удалось подсчитать процент пассионариев в популяции. Кроме того, до сих пор неизвестно, как, собственно, передается пассионарный признак. Иванов же безоговорочно принял гипотезу Гумилева о мутации, но биологи, в том числе сторонники Гумилева, ее отрицают. Интересно, что ни в одном своем сочинении Иванов не спорит с учителем даже по частностям. Это сплошное начетничество, если не считать замечательных демографических исследований, где Иванов просто применял теорию Гумилева в готовом виде. Вячеслава Ермолаева Гумилев не прочил себе в преемнике, хотя тот защитил в 1990-м кандидатскую диссертацию и немного печатался в «Известиях ВГУ». Стиль Ермолаева сравнивают иногда со стилем самого Гумилева, но Вячеслав Юрьевич не брался даже за научно-популярные книги, не говоря уже о монографиях. В 90-е годы он оставил науку. Лишь время от времени писал публицистические статьи, случалось весьма интересное. Кажется, он первым из гумилевцев усомнился в евразийстве и даже не согласился со взглядами учителя. После нескольких лет молчания Ермолаев напечатал в малоизвестном журнале с диковинным названием «Дети фельдмаршала» статью под названием «Сумерки на голубом небе. Казахстан и евразийские легенды». Оказывается, особенного братства русских и казахов никогда не было. Фактология российско-казахских отношений не подтверждает повально распространившихся евразийских иллюзий. Великая степь жила в обскурации. Пали ее сумерки и на голубое небо тюркского Казахстана. Вот здесь-то и скрыт настоящий побудительный мотив казахской тяги к евразийской интеграции с Россией. Иждивенческие императивы поведения, порожденные этнической старостью, просто не позволяют стране выживать без помощи. Но все-таки перед нами только хорошая публицистика, а не научное исследование. Вернуться в науку Вячеславу Юрьевичу не удалось. В 2002 году Ермолаев предложил новый способ измерения пассионарности. Он попытался оценить пассионарность коммунистической партии, субэтноса коммунистов, по скорости изменения темпов прироста убыли числа членов и кандидатов в члены партии. Получилось, что в начале 60-х и даже в начале 80-х партия была намного пассионарнее, чем в начале 20-х. Порочный метод принес заведомо ошибочные результаты.
Но был еще третий, самый молодой и, пожалуй, самый загадочный ученик Гумилева Владимир Мичурин. Крупнейшим научным достижением Владимира Мичурина стал словарь понятий и терминов теории этногенеза Л.Н. Гумилева. Еще до Мичурина словарь составил Ермолаев, но Мичурин далеко превзошел своего товарища. Я знаю людей, которые освоили теорию Гумилева именно благодаря словарю Мичурина. Впрочем, Мичурина ли? Сам Владимир Аскольдович рассказывал, что настоящим автором словаря был Гумилев. Просто внимательный и настойчивый ученик просил подробно разъяснить смысл каждого термина, умел правильно задать вопрос, а Гумилев разъяснял. Впервые словарь напечатали в замечательном сборнике «Этносфера. История людей и история природы». В августе 1992 наш современник напечатал статью Мичурина «Возрождение Ирана в свете теории этногенеза», где тот применил теорию этногенеза к истории Ирана XIX-XX веков. Применил удачно, доказал, что в Иране в самом деле начался новый виток этногенеза. Конечно, статья Мичурина тоже не научная, это отличная историческая публицистика. Вот если бы Владимир Аскольдович выучил фарси и всерьез занялся новейшей историей Ирана, он мог бы превратиться в настоящего ученого-востоковеда. Увы, наступившие 90-е заставили бросить науку многих перспективных ученых. Владимир Мичурин даже не защитил диссертации. Он пошел работать в Федеральную миграционную службу. Свое географическое образование дополнил дипломом Академии госслужбы. Как и Ермолаев, Мичурин ограничивался статьями в основном о политической жизни современной России. Перспективный молодой ученый превратился в консервативного публициста, причем далеко не самого яркого. В Москве идеи Гумилева пропагандировал Игорь Шишкин. Читал он и лекции по теории Гумилева. Сейчас Шишкин занимает довольно высокий пост заместителя директора Института стран СНГ. Я читал много его статей, но научных исследований, развивающих теорию этногенеза, среди них так и не нашел. Дугин и Гумилев или фальшивый наследник. В 90-е годы даже среди поклонников Гумилева имена Иванова, Ермолаева, Мичурина, Шишкина мало знали. Их совершенно закрыла исполинская тень Александра Дугина. До начала 90-х Александр Гелиевич Дугин был вполне андеграундным персонажем. Поклонник писателя Юрия Мамлеева, соратник оккультиста Евгения Головина и тогда еще безвестного философа-исламиста Гейдара Джемаля, Дугин выучил несколько европейских языков и увлекся идеями европейских эзотериков, мистиков, геополитиков и просто ультраправых мыслителей, совершенно неизвестных в Советском Союзе. В 90-е годы Дугин переведет и перескажет своими словами их сочинения и таким образом познакомит интеллигентного читателя с трудами Рене Ганона, Юлиуса Эволы, Германа Вирта, Карла Шмидта и Карла Хаусхофера. По дугинским основам геополитики будут учиться студенты гуманитарных вузов. В 1989 году Дугин написал свою первую монографию «Пути Абсолюта», где пропагандировал идеи тотального традиционализма, весьма экстравагантного, а для советского читателя и вовсе инопланетного учения. Основоположником тотального или интегрального традиционализма был французский мыслитель Рене Генон, истинный учитель Александра Гелиевича. В том же году Дугин познакомился с Александром Прохановым, который редактировал тогда советскую литературу и пытался сделать этот журнал интеллектуальным и респектабельным. Проханов предложил молодому эзотерику написать на актуальную тему, применив на практике положение тотального традиционализма. Вскоре Дугин стал постоянным автором и основанной Прохановым газетой «День» с ноября 1993 года «Завтра». Хотя уже в начале 90-х Дугин приобрел репутацию правого интеллектуала, фантастически эрудированного и оригинального мыслителя,
он все еще оставался подлинным маргиналом и как философ, и как политический деятель. В середине 90-х Дугин писал о консервативной революции и национал-большевизме, стремясь встроить их в эклектику интегрального традиционализма. Однако идеология консервативной революции также представляла скорее академический интерес. Не получилось и с национал-большевизмом. Дугин стал вместе с Эдуардом Лимоновым идеологом и одним из основателей национал-большевистской партии. Но принципиальный нонконформизм Лимонова не оставлял шансов когда-нибудь сблизиться с Кремлем, войти в круг избранных. С Лимоновым Дугин разошелся достаточно быстро. Выбраться с обочины политической жизни, где он прозябал вместе с нерукопожатными тогда Прохановым и Лимоновым, Дугину помогло евразийство. Александр Гелевич утверждает, будто познакомился с идеями евразийцев еще в середине 80-х. Однако в его ранних произведениях влияние евразийских идей незаметно. Даже в книге под названием «Мистерия Евразии» евразийству посвящен всего один абзац в начале 2 главы. Наиболее глубокие русские мыслители XX века, высказавшие действительно важные соображения о судьбе России, это, бесспорно, евразийцы, идеологи особого третьепутистского крыла первой русской эмиграции. Ни имен, ни ссылок. Дугин стал знаменит после выхода монографии «Основы геополитики», выдержавшей несколько переизданий. Именно там Александр Гелевич впервые обратился к Савицкому и Гумилеву. Дугин понял раньше многих, что в современном мире важна не идеология, а бренд, не лицо, а маска. Философ может легко провести собственные идеи под маской чужой идеологии, практически не рискуя, что его разоблачат. На самом деле, ни евразийцы 20-х, ни Лев Гумилев в систему интегрального традиционализма не встраивались. «Наследие Льва Гумилева принимается», — писал Дугин, но при этом теория пассионарности сопрягается с учением о циркуляции элит итальянского социолога Вильфреда Паретто, а религиоведческие взгляды Гумилева корректируются на основании школы европейских традиционалистов — Ганон, Эвола и так далее. Это все равно, как если бы патриарх Кирилл заявил: православное христианство корректируется на основании культа Одина и Фреи. К циркуляции элит по Вильфредо Паретто теория Гумилева тоже никакого отношения не имеет. Дугин понял теорию этногенеза по-своему. Пассионарный толчок он назвал всплеском биологической и духовной энергии, хотя существование особой духовной энергии Гумилев никогда не признавал. Но Дугина это и не интересовало, ведь он не евразиец и не гумилевец, а интегральный традиционалист. Уже четверть века Дугин пропагандирует учение, которое совершенно отвергает современную цивилизацию со всеми ее атрибутами. Цель традиционалистов, формулирует Дугин, полный и бескомпромиссный возврат к ценностям традиционной священной цивилизации, чьим абсолютным отрицанием является современная материалистическая и секулярная цивилизация. Разумеется, традиционализм отрицает и современную науку. Критике научного мировоззрения целиком посвящена одна из книг Дугина «Эволюция парадигмальных оснований науки». Дугин – принципиальный противник научного познания. Может быть, поэтому его книги пестрят забавными фактическими ошибками. Пока он рассуждает о символах, знаках и тайных смыслах, все идет хорошо, но стоит Дугину обратиться к истории или физической, а не сакральной географии, как профессор превращается в двоечника. Дугин забыл имя убийцы Бориса и Глеба, назвав святополка окаянного Ярополком. Разрушителя Иерусалима Тита Флавия Веспасиана Дугин перепутал с известным римским историком Титом Ливия. Кемалистскую революцию с младотурецкой. Дугин всерьез полагает, что кальвинизм – это государственная религия Англии. В основах геополитики философ сделал выдающееся географическое открытие, поведав читателю, что от Байкала до Тихого океана тянется, цитата, «сплошная зона северных лесов, постепенно и незаметно переходящая в леса тропические».
Нет, Дугин вовсе не невежда. Судя по его трудам, Александр Гелиевич человек в высшей степени эрудированный. Просто историческая и географическая реальность, равно как и другие феномены материального мира, не имеют для него значения. Для Дугина важнее священная сакральная подоплека. Сакральное мировоззрение понимает все как символ, как нечто неравное самому себе, как нечто, указывающее на иные духовные, метафизические сферы, на трансцендентные модальности бытия. Примечание. История опровергает фантазии философов, поэтому философы ее и не учат. Дугин пользуется совершенно другими источниками познания, собственной интеллектуальной интуицией, трудами европейских эзотериков, мистиков, философов и, наконец, откровениями каких-то темных личностей. В «Консервативной революции» Дугин рассказывает о встрече с таинственным человеком, крупным деятелем масонских и оккультистских организаций. Этот господин, представившись братом Маркионом, поведал автору одну великую конспирологическую тайну. Трудно представить Савицкого или Вернадского на месте Дугина, внимающих откровениям первого встречного. Конец примечания. Анатолий Иванович Лукьянов из дугинской конспирологии узнал о себе потрясающие сведения. Оказывается, товарищ Лукьянов, сам того не ведая, с 1987 года был протектором ордена Полярных, Евразийского ордена, надеждой Вечного имперского Рима, а генерал-полковник Штеменко еще раньше служил агентом этого ордена и выполнял некую полярную миссию. Все это невозможно ни опровергнуть, ни доказать, потому что конспирология — своего рода религия. Конспирология и тотальный традиционализм находятся за пределами научного познания. Евразийцы были образованными и культурными европейцами. Они высоко ставили научное знание, не принимали восточной мистики и верили в прогресс. Даже экстравагантную идею о благодетельном влиянии нашествия гуннов евразиец Савицкий оправдывал именно интересами прогресса. Переход от рабовладения к крепостничеству подготовлялся уже и раньше, но походы Аттилы, безусловно, ускорили этот переход. Поэтому их, походов гуннов, примечание автора, характер, хоть и разрушительный в плане ведения военных действий, но прогрессивный, выделено Савицким. Примечание автора. Лев Гумилев был еще большим материалистом и позитивистом, чем Савицкий и Вернадский-младший. Всем, кто по недоразумению принимает Гумилева за мистика, я рекомендую его давнюю статью «Страна Шамбала в легенде и в истории». Гумилев взялся искать историческую основу тибетской легенды о Шамбале и даже нашел ей место на исторической карте. В 60-е годы XX века тибетские эмигранты начали публиковать в Индии и Англии древние рукописи, среди которых попадались географические карты, в том числе карта Шамбалы. Гумилев изучал древнетибетские карты вместе с профессиональным востоковедом Брониславом Кузнецовым. В 1969 году они опубликовали статью «Две традиции древнетибетской картографии», где Кузнецов отвечал за филологическую часть, а Гумилев — за историю и историческую географию. На карте Шамбалы Гумилеву удалось расшифровать часть географических названий. Сак, Саки — ираноязычные племена, родственные скифам. Пун — Финикия, страна, где собраны жрецы. Вавилон. Пасаргад, Пасаргады — одна из столиц Персии эпохи Ахеменидов. Так Гумилев вычислил не только географическое положение Шамбалы, но и время создания легенды. III-II века до нашей эры, время существования государства селевкидов. Его центром была Сирия, по-персидски Шам. Пригодился Гумилеву персидский язык. А слово «бола» означает «верх», «поверхность». Следовательно, Шамбала переводится как «господство Сирии», что и соответствовало действительности. Селевкиды
потомки Селевка-Никатора, одного из полководцев Александра Македонского, создали на Ближнем Востоке огромное богатое государство, где процветали ремесла и торговля. Главным городом этой монархии была Антиохия на Аронте. Она в течение многих веков представлялась прообразом веселой, разгульной и беззаботной жизни, а один из кварталов ее, Дафне, был местом, где танцовщицы впервые открыли стриптиз. Поэтому неудивительно, заключает Гумилев, что тибетские горцы, встречавшиеся с сирийскими купцами в Хатане, Кашгаре и Балхе, наслушались рассказов о веселой жизни, и это дало достаточный повод для создания утопии, которая пережила и селевкидскую монархию, и порожденные ею веселые беспутства. Нищета философии. Иногда Льва Гумилева ошибочно относят к философам. Разумеется, чаще всего это делают сами философы. Они даже защищают диссертации по теории этногенеза. Но разве может философ оценить труд историка? Чем он может его дополнить, тем более развить? Вот типичный случай. Доктор философских наук Андрей Владимирович Шабада, автор многих сочинений, рекомендованных в ВАК Минобразования РФ, написал для энциклопедии «Культурология. 20 век» словарную статью «Гумилев Лев Николаевич». Прочитаем и прокомментируем. Культурологическая концепция Гумилева отрицает цикличность. Все наоборот. Концепция Гумилева не культурологическая, и цикличности она не отрицает. Исследуя проблему происхождения культуры, Гумилев принимает концепцию Станислава Лема. Гумилев никогда не исследовал проблему происхождения культуры, а сочинения Станислава Лема никакого отношения к теории этногенеза не имеют. Среди философов несколько выделяется добросовестный, эрудированный и критически мыслящий Константин Фрумкин, автор любопытной монографии «Пассионарность. Приключения одной идеи». Фрумкин пишет не столько об идеях Гумилева, сколько о способах их интерпретации отечественными философами, политологами, журналистами и просто безумцами. Фрумкин ироничен, холоден и насмешлив. Ему удалось избрать верный тон. Теорию Гумилева Фрумкин не вполне принимает. Во-первых, его совершенно не интересует биологическая природа человека. Человек для него прежде всего субъект социальных отношений, схема без плоти и крови. Во-вторых, Фрумкин хорошо разбирается в истории идей, а, собственно, всемирную историю знает гораздо хуже. Отсюда и его ошибки. Фрумкин признал, что пассионарность существует, но решил объяснить ее по-своему, комбинацией социальных факторов, уровнем жизни, повседневностью насилия, монокультурностью, маргинализацией. Но рассмотрим для примера хотя бы его последний аргумент. Люди, выброшенные обстоятельствами из привычной социальной среды, вынуждены бороться за выживание и проявлять при этом повышенную агрессивность. Примеры – беглые крестьяне, становившиеся казаками, викинги, абреки. Фрумкин понимает, что ортодоксальный сторонник Гумилева ему возразит. Будущих викингов потому и изгоняли, что они были пассионариями. И Фрумкин спешит выдвинуть контраргумент. В любой общности неизменно рождаются люди с разным характером. В любой общности могут появляться индивиды, склонные нарушать коллективную мораль и корпоративные шаблоны поведения. В случае со Скандинавией, вероятно, дело заключалось в том, что изгнание являлось стандартной процедурой в обычном праве крестьянских общин. Но почему же в XII веке викингов не стало? Куда они исчезли? И почему их не было, скажем, в веке VII? Природная среда оставалась стабильной, община не исчезла, экономическое развитие шло своим чередом, но только с конца VIII века по XI век викинги наводили ужас на Европу, плавали на своих утлых драккарах и шнекерах до Исландии, Гренландии и Северной Америки. Почему их не было раньше? Куда они исчезли позднее, если люди с разными характерами рождаются постоянно? Как же теперь потомки грозных викингов позволяют себя безнаказанно убивать вооруженному безумцу
не пытаясь защититься или хотя бы убежать? Нет, социальные объяснения Константина Фрумкина ничего не объясняют. Пассионарная теория этногенеза намного лучше соответствует историческим фактам и повседневному опыту, чем спекуляции социальной философии. В мелководном и мутном ручейке философской мысли не найти истины. О Гумилеве писали и психологи, даже разрабатывали тесты, чтобы выявить пассионарность и субпассионарность человека, например, в отделе кадров. Автором этой идеи был, кажется, Константин Иванов. По крайней мере, в составленном им плане «Основные направления и задачи этнологических исследований» был и такой пункт. По свидетельству Лаврова, сам Лев Гумилев прошел такое тестирование. Тестировать на пассионарность – дело совершенно бессмысленное. Пассионарий легко себя проявит, деятельность скажет о его природе лучше всякого теста. То же самое касается и субпассионарности. Через 10 лет после смерти Гумилева Рубин Сайфуллин, кандидат политических наук из Татарстана, написал монографию под названием «Теория этногенеза и всемирный исторический процесс». Поскольку книга получилась большая и толстая, на автора стали смотреть с уважением. Вот он, продолжатель Гумилева, ведь Сайфуллин решил усовершенствовать теорию этногенеза и обогатить ее понятийный аппарат новым термином – гиперэтнос. Величие поставленной задачи забавно смотрится на фоне убогой библиографии. Всего 43 книги, из них 7 сочинений Гумилева, 5 словарей и 12 учебников. О профессионализме Сайфуллина-историка можно судить хотя бы по такому факту. Он решил вычислить этногенез японцев и проделал-таки «исследование» в кавычках, базируясь всего на одном сочинении, старом советском учебнике «История Японии», изданном в далеком 1988. У нас на истфаке студентов с такой подготовкой не пустили бы и на семинарское занятие. Развивать теорию этногенеза, не зная истории, все равно, что изучать теоретическую физику, не зная математики. Впрочем, с математикой у Сайфуллина тоже не важно. С легкостью необыкновенной он подсчитывает процент пассионариев в обществе, хотя каким образом ему это удается, никто не знает. А ведь точно так же пытался подсчитать процент пассионариев и политолог Владимир Махнач, который даже читал лекции о теории Гумилева. Что там Махнач, если даже самые интересные работы гумилевцев, например, статьи Владимира Мичурина об этногенезе персов, Макса Зильберта о евреях-ашкеназе, не выходили за рамки хорошей исторической публицистики. Зато мистические интерпретации Гумилева росли как бледные поганки теплым и влажным летом. Впрочем, ученые, не знавшие истории, но пытавшиеся придать пассионарной теории солидность и вернуть Гумилева в мир науки, писали вещи и абсурднее, и смешнее. Некто Айзатуллин вывел формулу роста пассионарности и даже предложил единицу измерения пассионарного напряжения – 1 гумил. Но что скрывается за этой величиной, так и осталось неизвестным. Комедия ошибок. Несколько лет назад мне в руки попалась одна книжка. Прочитав на обложке название «Зарождение пассионарной России», я уже не мог пройти мимо. Иногда полезно начинать чтение с конца. Последние 2 страницы книжки занимал словарик, где авторы растолковали свой терминологический аппарат. Уже сами названия словарных статей говорили о многом. Пассионарная идеология, духовное поле пассионарности, суперпассионарий. Что, впечатляет? Нет? Тогда прочтем толкование. Духовное поле пассионарности – духовное единение социально активных членов общества, ориентирующихся на пассионарный центр, созданный суперпассионариями, индуцирующими пассионарную идеологию. Пребывание в этом духовном центре имеет мистический характер и открывает новые, невиданные ранее горизонты развития цивилизации, постижения гармонии Вселенной. Прочитав этот словарик, можно было бы знакомство с книжкой и закончить, но любопытство взяло верх. Осилив все 30 страниц,
я убедился в том, что сей опус — самая грубая компиляция из нескольких идей, воспринятых крайне примитивно, если не извращенно. Здесь есть не только теория Гумилева, но и марксизм, и Данилевский, и Фрейд, и даже Вернадский с его учением о ноосфере, которое, кстати, Гумилев никогда не принимал, равно как и сакральную географию. Ее авторы тоже почему-то приписали Льву Николаевичу. Смесь, само собой, получилась неудобоваримая. Впрочем, местами читать забавно. Рождение пассионарного романа германского этноса началось со знаменитой речи папы Урбана II на Клермонском соборе 1095 года, призвавшего Запад к крестовому походу против арабов. Эта речь зажгла пассионарный огонь, который разгорелся в виде костров духовно-рыцарских орденов, ставших основой зарождения пассионарной элиты Запада. Ну разве не прелесть? Всякие мелочи. Первый крестовый поход вообще-то был направлен не против арабов, а против турок-сельджуков. Опустим. Перед заревом от костров духовно-рыцарских орденов все меркнет. Напоследок я прочитал о будущем пассионарном центре, при котором следует непременно открыть особый пиар-отдел. Зачем так подробно писать о слабенькой книжке, напечатанной авторами явно за свой счет? А затем, что добрая половина литературы о Гумилеве и его теории этногенеза написана на таком вот уровне. Даже биографы Льва Гумилева не избежали самых непростительных, абсурдных ошибок. В серии ЖЗЛ вышла книга философа Валерия Демина «Лев Гумилев». Среди ее многочисленных недостатков бросается в глаза главный, полное непонимание Деминым теории этногенеза. Гумилев создал собственный терминологический аппарат, но Демин предпочитает ему терминологию профессиональных экстрасенсов, целителей и астрологов. Гумилевская пассионарность и ноосфера Вернадского соседствуют здесь с теллурической энергией, энергетикой сакрального места, внутренней энергетикой Матери Земли и благотворным излучением космоса. Льва Гумилева Демин причисляет к русским космистам, хотя русский космизм никогда не был ни единым философским направлением, ни тем более наукой. Этот космизм придумали авторы современных учебников по истории русской философии. В русские космисты записали мыслителей, имеющих мало общего друг с другом. Связь с ними Гумилева и вовсе сомнительна. Научное и философское наследие Вернадского Гумилев принимал выборочно. Философские воззрения Циолковского и Федорова идеям Гумилева прямо противоположны. Книга Татьяны Фроловской «Евразийский лев» ни в чем не уступает сочинению Валерия Демина, а кое в чем и превосходит. С потрясающей развязностью она судит о личной жизни Ахматовой. Выбор Анны Андреевны в мужья Шилейко и Пунина нехорошо изумлял недальновидностью и ошибочностью. Понятно, что Ахматова несколько лучше разбиралась в своих мужьях, чем биограф ее сына. Важнее фактические ошибки. Вот Фроловская пишет, что Гумилев сразу после школы пытался поступить на исторический факультет университета, хотя в Ленинградском университете тогда вообще не было такого факультета. Она пишет, будто Гумилев участвовал в малярийной экспедиции на Памире. На высокогорьях Памира комары не живут, малярийные экспедиции туда не посылают, а Гумилев в 1932 работал в долинах, в предгорьях, но не на крыше мира. Порадовала Татьяна Фроловская и удивительным историко-географо-филологическим открытием, затмившим все написанное. Оказывается, Золотая Орда, иногда под именем Киргиз-Кайсацкая Орда, продержалась под рукою Белого царя вплоть до Первой мировой войны. Просвещенного читателя это открытие отсылает не к истории, а к русской поэзии. Богоподобная царевна Киргиз-Кайсацкие Орды, которой мудрость несравненна, открыла верные следы царевичу, молодому Хлору, взойти на ту высокую гору, где роза без шипов растет, где добродетель обитает, она мой дух и ум пленяет. Быть может, здесь все-таки есть исторический смысл? Киргиз-Кайсаки — это казахи,
а казахское ханство действительно образовалось после распада Золотой Орды, но ко временам Первой мировой даже от ханства остались только воспоминания. Но более всего огорчает полное непонимание теории Гумилева. По словам Фроловской, гумилевская теория этногенеза исключает приверженность к какой бы то ни было национальности. Мысль совершенно чуждая Льву Николаевичу. Национальность и есть этнос, а Гумилев считал, что нет человека вне этноса. Фроловская заявляет, чем больше Гумилев писал о пассионариях, тем больше и сам становился таковым. Столь оригинальный способ пассионарной индукции, вероятно, изумил бы Льва Николаевича, ведь пассионарность – признак, передаваемый генетически. Но самой нелепой фразой книги я считаю вот эту. Немецкий философ Шпенглер, близко подошедший к открытию пассионарных явлений ближнего космоса, дальше можно не читать, все и так ясно. С такими друзьями Льву Николаевичу и врагов не надо. Примечание. Самые популярные книги Гумилева появились на рубеже 80-х и 90-х, когда научные представления о реальности начинали вытесняться астрологией, йогой, альтернативной историей, этруск — это русский и тому подобное, альтернативной археологией, даже альтернативной медициной. Физиков и математиков из некогда популярного, очевидного и невероятного на телевидении вытеснили астрологи и экстрасенсы. В газетных киосках привычную науку и жизнь заменил журнал «Свет». Книжные прилавки заполонили брошюрки Павла Глобы, переводы Катренов Мишеля Нострадамуса, пророчества Ранье-Неро и сочинения менее известных магов и колдунов. Книги Гумилева, как, впрочем, и новые издания Павла Флоренского, Льва Шестова, Николая Бердяева, продавались на одних и тех же лотках с паранаучной чепухой, попадали к тем же читателям. Одна и та же волна выбросила на берег грязные водоросли и золотых рыбок. Теория Гумилева теперь известна многим не по книгам, а по цитатам или, того хуже, по отдельным словам. Чаще всего используют два – этногенез и пассионарность. Но значение этих слов не всегда понимают даже ученые люди. Профессора и доценты употребляют слово «пассионарность» в совершенно диких, невозможных сочетаниях: пассионарная матрица, пассионарная идеология и тому подобное. Чего же тогда требовать от простых читателей? Инна Прохорова случайно услышала свару двух соседок на питерской коммунальной кухне. Одна кричала: «Я пассионарий, а ты субпассионарий», а другая отвечала ей: «Б, ты, а не пассионарий». Конец примечания. Историки и Гумилев. На симпозиумах и научных конференциях я не раз слышал одну и ту же фразу: ни один настоящий историк не принимает всерьез теорию Гумилева. Это не совсем так, хотя я действительно не знаю историков, взявших ее на вооружение. Зато знаю историков, которые отнеслись к ней с интересом. Гелиан Прохоров не применял теорию этногенеза в своих научных работах, но отзывался о ней доброжелательно. Но вот Игоря Дьяконова теория этногенеза всерьез заинтересовала. Его книга «Этногенез и биосфера Земли», писал Игорь Михайлович, содержит немало оригинальных идей, над которыми стоит задуматься. Гумилев глубоко прав, когда утверждает, что этнос не связан ни с расой, ни с языком, ни даже с религией. Дьяконов признал даже пассионарность. Явление это имеет огромное, часто ключевое историческое значение, хотя до сих пор проходило для историков незамеченным, при том, что находил в пассионарной теории этногенеза недостатки, недоработки, которые уже известны и читателю этой книги. Дьяконов совершенно не принял Древнюю Русь и Великую Степь, в особенности хазарские главы, нашел там и бездоказательность, и ошибки. Что делать? Ошибки бывают у всех историков. Не избежали их, между прочим, и критики Гумилева: Панарин, Шнирельман, Элес, Паин и даже профессиональный русист Яков Лурье. Виктор Шнирельман, главный научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН, перенял у Виктора Козлова роль главного оппонента Гумилева, самого непримиримого.
самого последовательного. Но критик Гумилева и гумилевщины, оказывается, слабо знает работы Гумилева. Из статьи Виктора Шнирельмана в академическом журнале «Этнографическое обозрение». Гумилев избегал ссылаться на авторов, мягко говоря, непопулярных в СССР. Одни из них были связаны с дореволюционной историографией, другие испытали на себе гонения в советское время, либо их произведения подвергались испепеляющей критике и оказались не в чести. Например, одним из важнейших источников, откуда автор теории этногенеза черпал как факты, так и теоретические выкладки, были богатые эмпирическими материалами произведения Грум-Горжемайла, исходившего из расовой теории и подвергшегося суровой критике в конце 1920-х годов. Прочитав это, я не поверил своим глазам. Полноте, да не обман ли зрение, так ли я понял? Гумилев не ссылался на Грум-Горжемайла? Снимите с полки древних тюрков и откройте следующую за титульным листом страницу. Вот что вы там прочтете. Я на всю жизнь сохраню память о тех, кто помог мне выполнить эту работу и кого уже давно нет среди нас, о моем замечательном предшественнике, моем друге Грум-Горжемайла, прославившем историю народов Центральной Азии и умершем в ожидании признания. В докторской Гумилева десятки ссылок на Западную Монголию и Уренхайский край, ту самую книгу Грум-Горжемайла, что упомянул в своей статье Шнирельман. Но мало этого, в историографическом обзоре Гумилев пишет о Грум-Горжемайла больше, чем о всех других русских историках Центральной Азии вместе взятых. Для известий ВГО и для журнала «Природа» Гумилев писал статьи о Григории Ефимовиче, а в биографии этногенеза и биосферы 4 работы Грум-Горжемайла. Шнирельман — серьезный ученый, тем досаднее его ошибки и незнание теории этногенеза, которую он взялся критиковать. Да взялся не один, а вместе с историком Сергеем Панариным, тоже доктором наук, главным редактором журнала «Вестник Евразии». Из статьи Виктора Шнирельмана и Сергея Панарина в независимом научном журнале «Вестник Евразии». Он, Гумилев, примечание автора, объявляет австралийских аборигенов, бушменов и эскимосов старыми этносами, но по его теории старые этносы находятся в фазе цивилизации, инерционной фазе, на которой им свойственны накопительство, расцвет материальной культуры и хищническое отношение к природе. Ничего подобного у австралийцев, бушменов и эскимосов не наблюдается. А вот это уже ошибка серьезная. Инерционная фаза далеко не последняя в цикле этногенеза. Все перечисленные народы пережили свою фазу цивилизации и давно уже вернулись в этнический гомеостаз, состояние равновесия с этнической и природной средой. Что же, Панарин и Шнирельман даже не знали последовательности фаз этногенеза, основных положений научной теории, которую взялись критиковать. Впрочем, философ Андрей Элес этногенез и биосферу вообще не прочитал. Он ограничился научно-популярной книгой «География этноса в исторический период» и несколькими статьями Гумилева и укоризненно заметил, что в книгах Гумилева нет ссылок на русского этнографа Широкогорова. Но в этногенезе и биосфере есть не только ссылка, а даже целый параграф под названием «Этнос. Сочинение С.М. Широкогорова». Вот знаменитый политолог Эмиль Паин и его книга «Этнополитический маятник». Книга, в общем, любопытная, но сейчас интересно, что он написал о Гумилеве. Сначала Эмиль Абрамович все пишет правильно, хотя и прямолинейно, несколько огрубляя теорию. Этнос — это коллектив, который отличается от других этносов стереотипом поведения. Но дальше ученый начинает фантазировать. Гумилев полагал, что эти стереотипы практически неизменны на протяжении всего времени этнической общности — 1200-1500 лет. Да-да, Эмиль Паин тоже не читал этногенез и биосферу, где есть даже глава «Изменчивость стереотипов поведения». Самые серьезные и самые досадные ошибки Гумилева — результат его евразийства, точнее тюркофильства.
Правда, именно евразийство принесло Гумилеву тысячи новых поклонников в Казани, Астане, Алма-Ате, Ташкенте, Улан-Удэ, может быть, даже в Улан-Баторе и Кызыле. Гумилев сделал то, что оказалось не под силу казахским и татарским академикам и докторам наук. Он подарил тюркским и монгольским народам новое место во всемирной истории. Не зря уже после смерти на Гумилева пролился дождь почестей и наград. В 1992 из Азербайджана прислали алмазную звезду Тугая, а в 1996 в Астане создали Евразийский университет имени Льва Гумилева. В 2005 татары открыли в Казани памятник Гумилеву. Даже мемориальную доску в доме на Коломенской улице, где Гумилев провел последние 2 года жизни, установили на деньги Республики Татарстан. Власти Петербурга о табличке не позаботились. Но за признание Гумилев дорого заплатил. Теперь не только историк-русист, вроде Кузьмина или Лурье, но даже герой романа Дмитрия Быкова «Ж.Д.» размышляет о Гумилеве. У него любой школьник 10 подтасовок на главу найдет. Константин Иванов писал о людях, которые, услышав фамилию Гумилев, спешили пересказать популярный тогда анекдот. Знаем, татарского ига не было, а был ввод ограниченного контингента золотоордынских войск по просьбе московских и Ростово-Суздальских князей. Историки не могли простить Гумилеву ошибки, передержки и просто фантазии, не могли простить и пренебрежение источниками. Безусловно, историку надо извлекать факты из исторических документов, а не из книг предшественников. Но, с другой стороны, если бы Гумилев пользовался таким старым, надежным, дедовским методом, никогда бы он не создал пассионарной теории этногенеза, не написал бы даже половины своих книг. Метод Гумилева — брать факты из обобщающих монографий и сопоставлять — был единственно возможным. Может быть, кто-нибудь знает исследователя, который предложил более научную и фундаментальную теорию? Игорь Дьяконов в последние годы жизни попытался создать собственную периодизацию всемирной истории и написал книгу под названием «Пути истории». Периодизацию Дьяконова можно охарактеризовать одним словом — беспомощная. В советской исторической науке такая задача оказалась под силу только Льву Гумилеву. Но коллеги не оценили его труд. Почему? А потому что историки в большинстве своем не ценят теоретиков. Петербургскому историку Борису Романову приписывают фразу «заниматься методологией истории все равно, что доить козла». Но совсем без теории нельзя, и вот историки идут на поклон к философам и социологам, хотя те создают совершенно умозрительные модели. Есть такая теория модернизации. Она заменила теперь исторический материализм. Странно, что историки до сих пор против нее не восстали, ведь эта теория совершенно игнорирует историческую реальность. Например, с точки зрения теории модернизации, роскошная Византийская империя и первобытное племя в Меланезии относятся к одному типу общества – традиционному. Хотя что же у них общего? Еще хуже с теорией этноса. Лев Клейн, один из самых принципиальных критиков Гумилева, пишет: «Могло бы создаться впечатление, что мне нечего противопоставить представлениям Гумилева, что, как бы они ни были шатки, других нет. Это не так. Есть ряд весьма разработанных концепций этноса, признаваемых в советской и мировой науке. Я придерживаюсь одной из них, ныне, пожалуй, наиболее авторитетной. Она связывает этнос со сферой коллективного сознания, изучаемого социальной психологией. Этот взгляд господствует в нашей науке, а в Канаде, США и в Европе он практически общепринятый. Самый главный признак этноса или нации – этническое, национальное самосознание. Если человек считает себя французом, значит он француз, считает себя немцем, значит немец. А как узнать, что он там считает? А просто спросить. Ответ и будет проявлением этнического или национального самосознания. Идеал идеализма. Слово становится плотью, сознание рождает бытие. Даже удивительно, что такая теория могла победить в советской науке задолго до падения коммунизма. Но вот пример
совершенно реалистический, более того, массовый. Во время переписи населения наши этнографы открыли на просторах России совершенно новые идентичности. Сотни, если не тысячи людей в графе «национальность» указали эльф, гоблин, гном и даже тролль. Вот так этнографы попали в яму, которую сами же нечаянно вырыли. А ведь им ничего не остается, как признать появление в России всех этих идентичностей. Более того, я уверен, что люди, записавшиеся эльфами или гномами, могли быть совершенно серьезны. Так что теория Гумилева псевдонаучна, а взгляды этнографов научны? И этнос гоблинов или эльфов — это результат применения строго научной теории? При всех недостатках теории Гумилева она выглядит куда более достоверной и научно обоснованной. Но главное направление в критике Гумилева вовсе не научное, а политическое. Козлов, Шнирельман, Панарин, Янов, Клейн, почти все известные критики Гумилева уверены, теория Гумилева опасна, безнравственна и политически вредна. Виктор Козлов еще в 1974 году заявил, что Гумилев оправдывает все злодеяния мировой истории. В чем же виноваты Чингисхан, Наполеон или Гитлер? И главное, при чем тут феодальный или капиталистический строй, если пассионарная активность таких «героев» в кавычках была вызвана биологическими мутациями, а сами они и поддерживающие их группы, проводя завоевательные войны, следовали лишь биогеографическим законам развития монгольского, французского или германского этносов. Через 18 лет Лев Клейн своими словами повторил мысль Козлова, а в 2000 году Панарин и Шнирельман обвинили Гумилева в грехе более тяжком. Целому ряду этнических групп застой буквально предписан, и сделали страшный вывод: тотальная биологизация исторического процесса, осуществленная Гумилевым, дает квазинаучное обоснование для культивирования этнического снобизма с примесью расизма. Между тем, Лев Гумилев прямо утверждал: неполноценных этносов нет. Другие ученые считали отсталые племена детьми, которые почему-то остановились в развитии, а Гумилев называл их старичками. Они давным-давно прожили бурную молодость и блистательный расцвет, а теперь стали пенсионерами. Но Гумилев никогда не ставил старичков ниже молодых. Напротив, он вместе с Константином Ивановым предлагал создать, например, древним сибирским народам особые условия, при которых те могли бы сохранить свою традиционную культуру, а значит и самих себя. Что здесь безнравственного? Безнравственно модернизировать жизнь древних народов. Это все равно, что заставлять столетних старцев бегать 100-метровку. Иной и не добежит. А ведь критики Гумилева не остановились даже перед обвинением Гумилева в культурном расизме, нацизме, фашизме. Клейн писал, что Гумилев оправдывает мораль апартеида. Но дальше других пошел Шнирельман. От нацистов Гумилева отличало лишь то, что упадок древних обществ они объясняли расовым смешением, а он — этническим. Вот так Гумилева, который в 1945-м сбивал Фоке-Вульфа под Альтдамом и расстреливал атакующих нацистов под Тойпицем, поставили в один ряд с идеологами национал-социализма. Очень не хочется верить, что конфликты между народами могут быть закономерны и неизбежны. Верить хочется во что-то доброе, хорошее, в слияние социалистических наций в едином советском народе, как Виктор Козлов в 1974-м, или в глобализацию, как Виктор Шнирельман в 2006-м. Но чем это кончится, неужели непонятно? Ведь между статьями Козлова и Шнирельмана кровавые погромы в Сумгаите и Баку, война в Карабахе, повсеместное торжество национализма, распад Советского Союза, бегство сотен тысяч русских из Средней Азии, чеченские войны, наконец. Гумилев и Запад. В 60-е годы Гилян Прохоров спрашивал Льва Гумилева, почему тот не перебежал к англичанам
в 1945-м. Гумилев ведь не был советским человеком, ненавидел Сталина, пережил 3 ареста и 2 следствия, отсидел в лагерях уже 5 лет. Гумилев как будто отмахивался. «Геля, они бы меня выдали». А ведь теоретически Гумилев мог носить форму британской, французской, деголлевской и даже американской армии. Мог бы, если бы Ахматова эмигрировала вместе с ним или просто отправила сына за границу. Его будущее не было предопределено. Вероятно, 14-летний Лёва и не знал, что его судьба решалась где-то между осенью 1924 и осенью 1926. Сохранилось по меньшей мере 2 свидетельства, по которым можно судить о намерениях Ахматовой. В октябре 1924 эмигрировал историк и литературовед Владимир Вейдле, и Ахматова попросила его навести в Парижской русской гимназии справки насчет условий, на которых приняли бы туда ее сына, если бы они решились отправить его в Париж. Еще интереснее письмо Марины Цветаевой к Анне Ахматовой, отправленное в ноябре 1926 года. «Дорогая Анна Андреевна, пишу вам по радостному поводу вашего приезда. Одна ли вы едете или с семьей? Мать, сын? Но, как бы ни ехали, езжайте смело. Напишите мне тотчас же, когда, одна или с семьей, решение или мечта». Ахматова отказалась эмигрировать, осталась со своим народом. Она сделала правильный выбор. Поэтесса Серебряного века могла стать великим русским поэтом только на родине. А если бы она уехала, как могла сложиться судьба Льва Гумилева? Ахматова часто спрашивала себя, а что бы было, если бы он воспитывался за границей? Он знал бы несколько языков, работал на раскопках с Ростовцевым, перед ним открылась бы дорога ученого, к которой он был предназначен. Анна Андреевна была совершенно права. Гумилев не провел бы 13 лет в лагерях. Ему не пришлось бы годами зарабатывать рабочий стаж, чтобы поступить в университет. Он окончил бы Сорбонну или Кембридж, а потом мог бы преподавать и заниматься научными исследованиями в Европе, а мог и переехать в США. Например, в тот же Нью-Хейвен, где работали Георгий Вернадский и Михаил Ростовцев, величайший антиковед, историк и археолог. Языки Гумилев учил бы не в лагере, а в университете. Тюркскими языками овладел бы в совершенстве, научился бы читать по-китайски. Словом, Лев Николаевич стал бы востоковедом мирового уровня. Возможно, затмил бы Эдуарда Шаванна и Рене Груссе. Ездил на международные конгрессы по несколько раз в год. Гумилев сделал бы блестящую академическую карьеру. А мог бы он создать свою теорию этногенеза? Академик Панченко считал, что тюрьма помогла Гумилеву, неволя определяет и тематику, и, так сказать, методологию творчества. Не верю я в целительную силу тюрьмы. Сомневаюсь, будто баланда и пайка сырого хлеба способствуют гуманитарным исследованиям, а недостаток сахара и фосфора стимулирует работу мозга. Да, Гумилев размышлял об этногенезе во время долгого пути из барака на работу. Но он еще лучше мог бы размышлять, скажем, по дороге из своего загородного особняка в университет. Идея пассионарности пришла Гумилеву, когда он лежал под нарами в крестах. А могла бы еще скорее прийти, допустим, после партии в лаун-теннис или во время вечерних размышлений над стаканом виски в каком-нибудь лондонском клубе, за чашкой кофе в парижском кафе. Гумилев, несомненно, создал бы на Западе свою теорию и, возможно, сделал бы это гораздо раньше. Вопрос в другом, как бы он эту теорию опубликовал. Виктор Козлов сомневался, что Гумилев смог бы напечатать свою книгу в западных университетских издательствах. Идеи естественности кровавых межэтнических конфликтов не были бы приняты и на Западе, где к националистической пропаганде относятся с очень большим осуждением. Козлов часто бывал на Западе и хорошо ориентировался в европейской и североамериканской научной жизни. Возможно, Гумилеву и удалось бы напечатать этногенез и биосферу, но тогда еще хуже, от него бы все отвернулись.
Не только академики и редакторы издательств, как в СССР, а вообще все порядочные люди. После Второй мировой войны всякий исследователь нации, этноса, этнической идентичности казался фигурой подозрительной. О свободе творчества, свободе дискуссий не могло быть и речи. Профессор Кембриджа Эрнест Гелнер и профессор Лондонского университета Эрик Хобсбаум, законодатели мод в европейских Nationalism Studies, последовательно подменяли научное исследование моральным осуждением. Гумилев современные нации считал этносами, а всемирную историю изучал прежде всего как историю этносов, наций. Это было бы просто вызовом западным неомарксистам, левым профессорам, директорам научных центров. Как ни странно, советская наука в 60-е и 80-е годы давала Гумилеву большую свободу. Ярлык антимарксиста и биологизатора только подогрел интерес читателя к теории этногенеза. На Западе ее судьба была бы печальна. Гумилев, конечно, не попал бы под арест, но испортил бы себе карьеру, лишился кафедры. Китайские и афроамериканские студенты могли и освистать такого преподавателя, остальные просто бойкотировать его лекции. Шумный, скандальный успех последних лет жизни был бы невозможен. Вместо него остракизм и забвение. Вот такова была бы судьба теории этногенеза. Не верите? Давайте проверим. Английское издание «Этногенеза и биосферы» появилось на год раньше, чем русское, но его даже не заметили. Первым западным ученым, написавшим о Гумилеве, был профессор Массачусетского технологического института Лорен Грэхэм. Он занимался историей науки в СССР. В свою книгу он включил и главу о Гумилеве. Гумилева он не читал, вообще не читал. В это трудно поверить, но профессор признался, что не сумел достать копию депонированной рукописи этногенеза, а потому составил себе представление о теории Гумилева по двум статьям: Бородая «Этнические контакты и окружающая среда» и Кедрова, Григулевича, Кровелева по поводу статьи Ю.М. Бородая. Спасибо профессору за честность, но уровень американского науковедения просто изумляет. Правда, в 1988-м некто Джамиль Браунсон защитил в Канадском университете Саймона Фрейзера диссертацию «Landscape and Ethnos. An Assessment of Gumilev's Theory of Historical Geography». Сейчас о Гумилеве довольно толково пишет Марлен Лораэль, но даже ей Гумилев интересен не как историк-теоретик, а как представитель правого дискурса в России. Гудаков защитил во Франции диссертацию, используя идеи Гумилева, но при обсуждении диссертации именно эти идеи, по словам Гудакова, вызвали острейшую дискуссию методологического характера, связанную с особенностями французской историографии и ментальности. Разница между восприятием Гумилева в России и на Западе особенно хорошо показал философ Григорий Померанц еще в 1990 году. Из статьи Григория Померанца в журнале «Общественные науки». Я попытался оценить его теорию и включил критику ее в статью. Когда статья была напечатана, я послал оттиск покойному ныне господину Кийоа в журнал «Диоген». Господин Кийоа ответил, что статья подходит, но надо опустить критику теории этносов, она неинтересна западному читателю. Наконец, Гумилев после зигзага истории получил репутацию антисемита. От людей с такой репутацией на Западе после 1945 года просто шарахаются. Взгляды Гумилева были одиозны, а в обществе победившего конформизма одиозных авторов подвергали негласному бойкоту. В СССР человек, писавший о запретном, был героем. Во Франции, Великобритании, Канаде — отщепенцем. Гумилев станет интересен западным ученым только тогда, когда изменится до неузнаваемости сам западный мир. Эпилог. В книгах друзей Гумилева и в статьях его врагов я часто встречал словосочетание
учение Льва Гумилева. Быть сторонником Гумилева значит не только признавать теорию этногенеза, но и верить в симбиоз с Ордой, в победу потомков крещенных татар на Куликовом поле, во все ошибки и несообразности, которых немало у Льва Николаевича. Разумеется, на такое способны лишь люди, навсегда плененные Гумилевым, попавшие под власть его чар. Когда-то таких людей было очень много, теперь их все меньше. Когда-то и я был таким, но теперь вижу, что пассионарная теория этногенеза — это одно, палеогеография — другое, востоковедение — третье, евразийство — четвертое. Единого учения Гумилева, на мой взгляд, нет. Есть научное наследие русского историка Льва Гумилева. Наследие очень богатое. Сочинения по востоковедению, палеогеографии, этнологии, всемирной истории, истории России. Одни устарели еще при жизни автора, другие же бессмертны. Позволю себе одну историческую аналогию. Из книги Александра Герцена «Былое и думы». Гегель во время своего профессорства в Берлине долею от старости, а вдвое от довольства местом и почетом, намеренно взвинтил свою философию над земным уровнем и держался в среде, где все современные интересы и страсти становятся довольно безразличны, как здания и села с воздушного шара. Настоящий Гегель был тот скромный профессор в Йене, друг Гельдерлина, который спас под полой свою феноменологию, когда Наполеон входил в город. Тогда он не читал своих лекций о философии религии, а писал гениальные вещи, вроде статьи о палаче и о смертной казни, напечатанной в Розенкранцевой биографии. Однажды, уже в конце жизни, Гумилев, возвращаясь с прогулки, сообщил Ольге Новиковой: «Оленька, я спасу Россию». Вероятно, это была шутка, хотя в тот же час Лев Николаевич стал рассказывать своей ученице о евразийце Николае Трубецком. Гумилев как раз писал о нем статью для журнала «Наше наследие». Это была одна из последних научных работ в его жизни. Друзья и поклонники Гумилева обычно воспринимают слова о спасении России как еще один аргумент в пользу евразийства. Прошли годы. Теперь в евразийство верят главным образом романтики и политики. Иногда те и другие даже встречаются друг с другом. Например, в московском центре Льва Гумилева, где проходят круглые столы и фуршеты, концерты и вечера, посвященные евразийству. Люди в смокингах и фраках поднимают тосты в честь Гумилева и евразийства. Только вот какое отношение эти гумилевцы-евразийцы имеют к теории этногенеза? Что они вообще знают об идеях Гумилева, о его научных взглядах? На сайте этого центра есть вкладка «Сакральная география». Открыв ее, легко убедиться, как далеки воззрения Павла Зарифуллина, директора центра, от пассионарной теории этногенеза. Меня часто спрашивали, о ком я пишу книгу. Я отвечал: о Гумилеве. О, как интересно! А за что его все-таки расстреляли? Или: а почему он бросил Ахматову? Или: да, я тоже очень люблю его стихи. Все мои собеседники, человек 15, услышав фамилию Гумилев, тут же вспоминали Николая Гумилева. В начале 90-х такого нельзя было и представить. Николая Гумилева охотно читали, но слава Гумилева сына затмевала славу Гумилева отца. В наши дни слава Льва Гумилева стала меньше, успех тише. Он вышел из интеллектуальной моды. Ему все чаще припоминают ошибки, а евразийские фантазии о благотворном влиянии татаро-монгольского ига вызывают раздражение. Чем больше в России мигрантов из Средней Азии, тем меньше веры в спасительное для России братство с народами Великой Степи. А потому оставим евразийцам упоительные фантазии. Пусть утешаются. В эпоху нового переселения народов актуальны совсем другие идеи Гумилева. Будущее России и Европы, наша судьба и судьба наших детей
зависят от национальной политики. Не ждет ли нас судьба Китая времен варварских царств или Римской империи? Вот здесь и можно вспомнить слова о спасении России. Критики называют теорию Гумилева мрачной, но станем ли мы ругать врача, который просто ставит больному диагноз? Лучше знать горькую правду, чем утешать себя сказками и побосенками про дружбу народов и свет просвещения, который должен рассеять мрак невежества и ксенофобии. Впрочем, я все-таки не согласен с критиками Гумилева. Его взгляд на мир вовсе не мрачен. Да, межнациональные конфликты неизбежны. Да, народы не вечны, зато вечно этническое разнообразие. Нет ничего печальнее и примитивнее, чем скучный мир глобализации, вроде Бориса Друбецкого, каким его увидела Наташа Ростова, серый и узкий, как часы столовые. Скука, глобализация, растворение народов в едином человечестве — все это не только пошло, но и совершенно нереалистично. Мир, разделенный на этносы и цивилизации, жесток, зато это сложный, многоцветный, живой мир, полный творчества и жизни. Из беседы Льва Гумилева с Айдером Куркчи. «Когда я умру, не говорите, что я был милым и ворчливым стариком, знающим все про все. Вранье. Я только узнал, что люди разные, и хотел рассказать, почему между народами были и будут кровавые скандалы. Должен сказать серьезно. Предмет моей науки довольно строг, хотя и не общепринят. Предмет мой — разнообразие». Конец книги. Ноябрь 2013 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читала Елена Соболева.